Наступает момент. Разрешите от имени представителей татарской общественности города Москвы, присутствующих в этом зале, поприветствовать творческую группу объединения «Татар-Мультфильм», создателей мультфильма «Стрела. Наследие». Это Киатров Сергей Владиславович, главный режиссер объединения «Татар-Мультфильм» и режиссер мультфильма. Муртазина Айсулу Зуфаровна, Абдулина Елена Владимировна, члены творческой группы. Мы здесь, в Москве, находясь вдали от Республики Татарстан, внимательно следим и радуемся успехам республики во всех сферах человеческой деятельности: хозяйственной, общественно-политической, социальной, культурной, спортивной. В последние годы существенных успехов республика достигла в такой важной области искусства, как кинематография. А сегодня нам представляется возможность самим убедиться в том, что начинаются большие подвижки и не менее важной области искусства мультипликации, которые, сейчас часто стали называть анимацией. Мультфильмы любят все, дети и взрослые, больше, конечно, дети, но все мы были детьми. И хочется в этой связи сказать большое спасибо создателям мультипликационного фильма, что они обратились к богатейшей истории и самобытной и древней культуре татарского народа. Я всем желаю приятного просмотра, а творческой группе объединения «Татар-Мультфильм» дальнейших творческих успехов и достичь в своей деятельности таких же высот, которые в свое время достигала киностудия «Союзмультфильм». Вот. Цветы на сцену. Разрешите предоставить слово заместителю полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации Азату Чулпановичу Ахтарееву. Хайрлы киш, хөрмәтле милләттәшләр, добрый вечер. Вот действительно, вот наш культурный центр становится уже неким таким культурным центром не только в области пения, танцев. И видите, у нас тут уже проходят премьеры фильмов. Вот теперь мы мультфильм будем смотреть. И вот я стоял внизу там, и несколько человек у меня спросили, здесь находится Татарский культурный центр. Меня очень это радует. То есть есть люди, которые первый раз пришли и пришли именно на ваш мультфильм. Я думаю, они уже начнут ходить сюда. Здесь у нас очень разнообразная программа и очень интересная. И в разных областях действительно, вот, как было сказано, татарская культура, она очень богатая. Если начать снимать мультфильмы, мы можем, наверное, многие годы снимать еще великолепные мультфильмы. И я просто уверен, что вот эти мультфильмы будут расходиться на цитаты, как некоторые наши советские мультфильмы, вы знаете. Я еще чему радуюсь. У меня есть внук, который очень любит смотреть мультфильмы. Правда, он смотрит мультфильмы какие-то не наши. По-моему, Тижи канал и еще что-то. Он прекрасно знает персонажей каких-то там, щенячьи патрули и так далее, так далее. А мне очень хотелось, чтобы он смотрел именно наши мультфильмы, мультфильмы, которые наполнены смыслом, наполнены нашим богатством. Потому что наша задача это богатство сохранить и передать. Поэтому, я думаю, мы сегодня все порадуемся как за мультфильм и за вот такое начало, можно сказать, вот такой серии, я надеюсь. Рахмет баргазгада. Спасибо вам отдельно. Спасибо, Чулпанович. А сейчас хочется предоставить слово главному режиссеру объединения «Татар-Мультфильм», как он просил, без отчества, Киатров Сергей. Пожалуйста, и хочу всех предупредить, что после просмотра мультфильма будет обсуждение.
просим всех вас принять в нем участие. Волнуюсь. Здравствуйте. Исаим Судослар. Я хотел бы рассказать немножко про маленький гордый народ. Это про мультипликаторов Татарстана. Мы существуем 6-й год, и когда мы образовались, мы были таким маленьким диким племенем, которые начали заново изобретать колесо. Когда этому колесу, как анимации, было уже 100 лет, но тогда не было специалистов у нас, специалисты стоили дорого, и мы образовались такой группой энтузиастов и стали делать мультфильмы. Наши мультфильмы вначале были такие кривенькие, косенькие, но у нас было уже не остановить. И на нас тогда приходили смотреть как в зоопарк, таких чудаков, которые, несмотря ни на что, рисуют мультфильмы. И вот, слава богу, мы в очередной раз опять что-то нарисовали. И этот мультфильм, который мы сейчас будем показывать, это такой символ нашего пути объединения татар-мультфильм. Мы верим в то, что прививать любовь к родине, к своей земле, чтобы люди знали свою историю, надо. Мы такие, верим в это. И простят мне историки, я скажу, что, по моему мнению, история такая одна из самых неточных наук, потому что все зависит от летописца. И сегодня, нам решать, какая это будет история. И вот это наш вклад в историю, наш вклад в прославление нашей республики. Огромное спасибо. Я еще хочу сказать, что у нас в фойе лежит книга отзывов. Если у кого-то будет желание оставить какие-нибудь добрые слова, то пожалуйста. Еще у меня был такой сюрприз, который я хотел оставить на после. Я хочу пригласить на эту сцену еще Гайнуллину Алину, потому что мне самому букеты никогда не дарили, я решил его передарить. Хочу вам представить Гайнуллину Алину, которая озвучивала главную роль в мультфильме. А теперь давайте посмотрим, и после этого мы еще раз с удовольствием выйдем на сцену и ответим на ваши вопросы, поговорим. Приятного просмотра. С удовольствием отвечу на всевозможные вопросы. Автор сценария Максим Мардашев. Это такой сценарист, который пришел из КВН и сейчас пишет серьезный сценарий. Это для вас не первый блин? Не первый блин, я говорю, который никому оказал. Нет, да, это у нас такой... На татарском языке планируется? Есть на татарском, есть на английском версии. На татарском мультфильм озвучивают ведущие актеры Камаловского театра все. Когда продолжение? Вот насчет продолжения, конечно, мы тут попросили наших персонажей, чтобы они попросили у зрителя, у заинтересованных лиц, чтобы, они хотят сняться в продолжении, и мы с удовольствием бы это нарисовали. Спасибо. DVD пока нет, но в конце вы видели на сайте стреланаследия.рф русскими буквами, стреланаследия.рф. Его можно смотреть, сейчас выложены, пока не все серии, потому что будет еще премьера в кинотеатрах. В Казани в 2 кинотеатрах будут показывать его. Производство мультфильма заняло 6 месяцев. Для какого зрителя вы сняли? Мы считаем, что мультфильм создан для детей где-то сколько Васе лет? 5 уже? Можно пораньше,
где-то, я думаю, от 3 лет где-то до 75 детишкам рекомендовано смотреть это. Мультипликаторы считают, что нет старых людей, есть постаревшие мальчики и девочки. И я от чистого сердца желаю всем любить мультфильмы, не взрослеть. Может, кто-то Алину хочет спросить? Алина приезжала к нам несколько раз и добросовестно читала, перечитывала. Текст менялся сценарий. Но мне кажется, на самом деле, что даже больше, чем 6 месяцев у нас заняло. Мне кажется, месяцев 9 мы работали над этим мультфильмом. Ну да, вот смотря откуда считать. Если считать от того, когда проект родился, тогда еще больше. Да. С Алиной получилась такая история, что вначале нарисовали персонажа, а потом, когда думали, кто будет озвучить, я сказал, у меня есть девчонка, которая прям похожа на персонажа. А мы думали, наоборот получилось. Сначала увидели Алину, а потом нарисовали персонажа. Нет, все было наоборот. То есть вначале был персонаж. Скажите, а какими историческими материалами пользовались при создании этого? Нас, по поводу исторических материалов нас консультировал Институт истории Республики Татарстан. Там, да, то есть мы прямо на всех этапах сценарий нас смотрели, мы показывали персонажей, мы показывали вот эти, исторические всякие. Студия мультфильмов есть, сказали? Студия мультфильмов, сказали, есть? Вот мы и есть, мы объединение Татар-мультфильм называемся. Мы так скромно назвались в честь Союз мультфильма. Спасибо, да. Насчет того, что познавательно, мы надеемся, что если хоть один ребенок, посмотрев этот мультфильм, скажет, полезет в интернет и что-то начнет узнавать поподробнее, мне кажется, это такой, сегодня правильный способ заинтересовать человека историей. Да, у меня вопрос. В Москве остро стоит проблема ассимиляции, и часто из Татарстана говорят, что в Москве татары обрусели. Почему в вашем продукте, который вы привезли из Казани, мальчик русский, а девочка татарка? Да, это Роман Хабибуллин и Зулюха Иванова. Они от смешанных браков. Конечно, этот вопрос, такой, о нем можно долго рассуждать, но это реалии сегодняшнего дня, в принципе. В Татарстане это приветствуется. Второй вопрос. Почему в мультике вашем вы показали только одну часть татар, одну часть предков татар, это Булгар, и не показали основную часть предков тюрков, кыпчаков и так далее? Мы рассказывали про свою территорию. Мы рассказывали про потомков именно тех, кто поселился на слиянии двух рек Камы и Волги. Вообще, Булгары это и есть тюрки, они наследники. Это зависит от остальных татар, которые разошлись в другие стороны, если... Скажите, пожалуйста, а есть ли сюжет у вас на продолжение? То есть задумка какая-то есть уже? Да, конечно. То есть у нас есть несколько путей развития. Это рассказать какую-то с исторической стороны, то есть окунуться во времена Катрака, или писать новые сцены. Вот вы говорили о том, что вам нужна какая-то финансовая помощь. Вы скажите мне, пожалуйста, будет ли какая-то часть республикой финансироваться? То есть на какое процентное соотношение вы... Мультфильм создан на деньги Министерства культуры. Нет, я имею в виду, что вы планируете. Вы ищете меценатов, в смысле, на продолжение, я так понимаю, да? Мы приветствуем меценатов, да, если кто-то хочет участвовать. В процентном соотношении какое вы видите, в вашем видении? К сожалению, я отвечаю за творческую часть мультфильма, а есть у нас специальные люди,
коммерческие директора, руководство, которое решает финансовые вопросы. Я вот, к счастью, к этому никакого отношения не имею. Будете ли вы использовать, можно я еще скажу? Один еще вопрос. Будет ли вы говорить вот здесь вот вы использовали мусульманскую сторону татар, да? Будете ли вы говорить о христианской стороне, то есть которые исповедуют христианство? Христианство, в смысле? Да, крещенные, ну в смысле, то есть как бы... Крещенных татар? Да. А где там говорили? Там не говорилось, здесь говорилось как раз о мусульманах. Да, ну то есть вот это сейчас я не могу про это ответить. В фильме, я не подсчитывал точно, но 30 раз повторяется артефакт. Слово сравнительно новое и в русском языке. Что вы понимаете под артефактом? Я ни одного не увидел. Ну, артефактом называется предмет, сделанный человеком. Ну, в смысле, сделанный руками, артефакты называются. Ну, какой-то исторический... Стрела, артефакт. То есть любая археологическая раскопка может называться, по-моему, артефактом, мне кажется. Да. Что означает слово арте? Сейчас я... Факт. А что такое артефакт, я вас спрашиваю, который 30 с лишним раз В данном случае мы назвали, как вы понимаете, вот эти составные части стрелы. Стрелы. Осколки кувшина. Там кувшин. Молодой человек. ислам, поправку появился в Поволжье. Вопросу о исламе или христианстве. Ислам появился в Поволжье раньше православия на русской земле. Вы ни одного исторического факта сюда не ввели. Между тем, про булгар огромная литература в Татарстане, начиная с профессора Халикова, который раскопал столицу Булгара, Беляр, и масса других фактов исторических. Ну, скажем, вы называете девушку, между прочим, глаза и мальчика, и девочки производят очень сильное впечатление с художественной точки зрения. Вот. Это и голос озвучивающий. Но что касается исторической канвы, то ее нет просто. Надо вам познакомиться, если будете делать второй фильм, с трудами татарских авторов в Татарстане. Их теперь уже не десятки, а сотни. Скажем, в таком фильме не слышать, не видеть нам Сююмбека, это для татарин все равно, что про Россию смотреть фильм и не встретить имя Иван. Сююмбека – это героиня татарского народа. И держащий передо мной микрофон очень мне напоминает Сююмбека. Спасибо. Девушка, дайте еще ремарку. Наш уважаемый профессор Ахтамдзян совершенно правильно сказал. Вообще в Волжской Булгарии первая столица была город Беляр. Она недолго просуществовала, потом уже город Булгар был. А у вас вот в фильме, кстати, я подметил, что город Булгар, а о Беляре вы ничего не сказали. Спасибо. Я так могу ответить на это, что нас курировали, говорю, музей, институт истории, и они перед этим ездили в Японию. И они сказали, что в Японии очень много подобных продуктов, которые именно заставляют ребенка заинтересоваться историей, то есть уже реальные какие-то факты узнавать. Но наша задача просто заинтересовать, то есть донести какую-то информацию, в такой игровой форме получается.
И, конечно... Она должна быть правильной, не надо ее искажать на самом раннем возрасте. Вот это тоже Они понятно. же не искажали, они не искажали. Они просто не сказали. То есть это очень хорошо заинтересованы. Я считаю, что молодцы. То есть если какой-то ребенок нам напишет на нашем сайте, что ж вы делаете, это будет хорошо. Артефакты ищет Роман, а не Абдулла. Роман Хайруллин. Это артист. Мне вопрос такой. Работает ли Татар Союз мультфильм?